Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы продолжаем искать яркие события в столетней истории ТССР. Так, 15 февраля отмечено в календаре как день рождения двух выдающихся личностей. 85 лет исполнилось бы сегодня великому музыканту, народному артисту Татарстана и России Ильхаму Шакирову. Его называли «соловьем татарского народа». В прошлом году в честь певца был назван концертный зал в Казань-Экспо. Сегодня в столице республики пройдет концерт, где исполнят песни из его репертуара. День рождения Мусы Джалили тоже празднуют сегодня. В память о великом поэте в 1986 году по центральному телевидению показали спектакль «У совести вариантов нет». Его по пьесе Туфана Минуллина поставили в театре Камала. Постановка рассказывает о подвиге писателя. В этот день, в 1991 году, завод КАМАЗ получил свидетельство о приватизации номер 1. Часть акций предприятия была передана в частные руки. Тогда генеральным директором был Николай Бех. Перепрыгнем на 3 года вперед. Еще одна веха в истории. Подписание договора о разграничении полномочий между органами власти России и Татарстана. Это случилось в Москве в 1994 году. Мы же переходим к этому дню. И вот что сегодня в выпуске. За ратные подвиги. В Татарстане наградили воинов-интернационалистов, участвовавших в освобождении Афганистана. Как живет память об их деле? Рамиль Шайдуллин. Это можно увидеть только раз в году. Умер как герой, спас, гордо стоял на своем. Как празднует день рождения Мусы Джалили, увидела Лилия Кашварова. Где-то продувает, а где-то с плесенью мучаются. Пришли, посмотрели, создали этот акт, и через месяц устранили. Как Госжилфонд устраняет недоделки в домах в ЖК Салават-Купере, узнала Зарина Ахметова. Показали товар лицом. Может, он чувствует наш товар вживую и понимает качество нашего товара. По фотографиям этого не понять. Где сегодня в Казани прошли ярмарки самозанятых и какими идеями удивляли покупателей, узнал Сергей Хайдаров. Сегодня в России отмечают 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Последний самолет, доставивший более 200 наших участников боевых действий, прибыл в Казанский аэропорт 15 февраля 1989 года. Памятные митинги с возложением цветов сегодня прошли по всей республике. В Казани местом встречи стал Парк Победы. Здесь также представили макет памятника воинам-участникам боевых действий. Из 9 конкурсных композиций победила работа Юрия Злоти. Как сегодня сообщила одна из матерей воинов-афганцев Галина Емшанова, родители, осмотрев макет, одобряют его. Если бы мы туда не вошли в 79-м, то в 80-м там оказались бы американцы. А там, где американцы появляются, разваливается страна. Вывод праздника одну, другой у нас опять память возвращается. Мы вспоминаем своих сослуживцев. А после воинов-афганцев чествовали в Кремле. Ветеранам боевых действий Рустам Минниханов лично вручил госнаграды республики и ключи от машин. А они представили ему окончательный вариант памятника, который вскоре появится в Казанском парке Победы. Рамиль Шайдуллин о времени и бессмертных подвигах. Землю Афгана они покинули больше 30 лет назад, навсегда оставив оружие, молодость и даже здоровье, как Николай Балашов, кавалер ордена Красной Звезды, которую получил за спецоперацию. Действительно, правда, это показать народу нереальность. Для нас важно сохранить эту страницу в истории страны и донести его до подрастающего поколения. Их сегодня чествуют в Кремле. Воины-интернационалисты получают госнаграды. Генерал-лейтенант Аушев Руслан Султанович. Орден Дуслык Героя Советского Союза Руслану Аушеву. Служу Республике Татарстан и боевому братству. С теплотой он вспоминает о воинах из Татарстана. Ведь это потом Руслан Аушев стал видным политиком и первым президентом Ингушетии. До этого бок о бок был с ними в одних окопах и сражениях. У меня очень много было солдат, сержантов, командиров, которые были из Татарстана, очень достойные офицеры. Голосовали ветераны войны в Афганистане, боевых действий.
Это макет нового памятника воинам-интернационалистам, который вскоре появится в Казани. Его выбирали из многих вариантов, остановились на самом очеловеченном. Планируется там и фамилии всех погибших ребят. Это все с архитекторами работает. Одобряем. Мы решили, не скорбь должна быть, а мужество. Именно мужество солдата с честью выполнить свой долг. В этом случае будущий памятник не что-то абстрактное, а вполне себе скульптура с человеческим лицом. 3 солдата или одно отделение, коих в Афганистане были сотни и тысячи. По официальным данным, в афганской войне участвовали более 11,5 тысяч татарстанцев. Около 300 погибли, выполняя воинский долг. Мы, получается, что рассказывая о тех событиях, не забываем тех ребят, которые остались там, на земле Афганистана. Дауди Ильяс Дильшатович. Четыре ветерана-афганца сегодня получили и ключи от новых машин. Чувствую заботу государства, республики, потому что были времена, когда пенсию вовремя не платили, там, сами знаете. Николай Балашов впервые садится за руль своей новой машины. Говорит, салон просторный, осталось настроить все под себя. Так культурно, конечно, и руль маленький, хорошо. Новые машины и медали, по-прежнему свежие воспоминания. С ними воины разъезжаются по домам, чтобы собраться снова к годовщине Великой Победы. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Сегодня поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю 114 лет. Весь день к его памятнику несут цветы, читают стихи и вспоминают биографию. Рустам Минниханов одним из первых возложил букет красных роз к подножию монумента. Вспоминали поэты-герои и в других городах страны. О разрозненных клочках бумаги со стихами из моабитской тетради Лилия Кашфарова. 15 февраля, площадь 1 мая, памятник Мусе Джалилю. Поэту сегодня 114 лет. Этот день начался одинаково как у многих горожан, так и у президента. С честного помню и спасибо. Рустам Минниханов пришел почтить память татарского солдата и героя Советского Союза. Возложить цветы, вспомнить, помолчать. У подножия памятника сегодня и дети, и взрослые. Рустам Минниханов пообщался с гостями города. Оказалось, приехали из Нижнего Новгорода и не могли не прийти к Мусе Джалилю. Ежедневно по этой площади проходят сотни туристов, но сегодня люди приходят именно сюда, именно к нему, чтобы возложить красные цветы, символ памяти и благодарности павшему герою. В Казани этой традиции 40 лет. Каждый год к поэту приходит творческая интеллигенция, педагоги и школьники. Учителя татарского языка и литературы и воспитатели детских садов стараются привить детям любовь к родному языку, родной культуре, обычаям, традициям и, конечно же, нашим поэтам и писателям. Считаю, что каждый день рождения Мусы Джалиля, если я могу оказываться у его памятника, я буду. День рождения поэта отметили и в других городах Татарстана. В Альметьевске, в Челнах возложили цветы и зачитали стихи. В Москве в церемонии приняли участие ученики школы имени Джалиля. До войны поэт жил в столице, где сейчас живет его дочь. Столько всего успел за свою короткую жизнь, что это вызывает просто всеобщее удивление. Тысячи людей по всему миру почтили память поэта. В Казани раз в год доступны оригиналы 2 сохранившихся моабитских тетрадей. Его стихи учат в школе, читают на литературных вечерах. Книги издаются на многих языках мира. Так стихи, рожденные в плену, обрели свободу. Лилия Кашфарова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Ренат Сафин, ТНВ. Увековечить память родных и близких. Так, к 75-летию Великой Победы в России создается крупнейший в мире мультимедийный музей «Дорога памяти» протяженностью почти в 1,5 километра. Его возведут на территории главного храма Вооруженных сил России по проекту Минобороны. Военный комиссариат уже собрали более 25 тысяч фотографий красноармейцев и более 800 фронтовых писем. По количеству пока лидирует Татарстан. Если вы желаете принять участие в проекте, оцифровать и передать снимки можно в МФЦ и в соцзащите.
Должна подключиться прокуратура при утверждении списка на списание долгов за неуплату по аренде муниципального имущества и земли. Об этом сегодня попросил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Президент опасается, порядком списания могут воспользоваться нечистоплотные чиновники. Сегодня глава Минземимущества потребовал от глав районов и городов до 10 апреля представить информацию о списании задолженности за аренду государственного имущества и земли. На начало года по договорам аренды долг составил 393 миллионов рублей, доложил Фаниль Аглиули. По его словам, начиная с 2018 года задолженность растет. Больше половины приходится на Казань. Я попросил вот эти документы, порядок по списанию, чтобы коллеги из прокуратуры тоже посмотрели. Но понятно, что желание привести в порядок, но некоторые нечистоплотные люди могут этим воспользоваться. Внимательно посмотрите. В квартирах ветер, холод и плесень. Такие замечания поступают от жителей нескольких домов комплекса Салават-Купере. По данным Госжилфонда, с 2015 года около 3000 недочетов в домах устранены. Но по некоторым из-за проблем с подрядчиком вопросы остаются. Зарина Ахметова отправилась в жилой комплекс, чтобы пообщаться и с жителями, и с представителями ведомства. Когда я вешал гардина, и в это время почувствовал, как продувает этот воздух. От этого и дома было холодно, рассказывает Насих Шарипов. Недоделку заметил около года назад, когда получил квартиру в Салават-Купере. Затягивать не стал, обратился в Госжилфонд. Пришли, посмотрели, создали этот акт, ну и через месяц устранили. Стену запенили, после покрыли штукатуркой и обоями. Работы проводили строители от застройщика. По закону в течение 5 лет со дня ввода в эксплуатацию новостройки находятся на гарантии у подрядчика. Соответственно, в этот период времени все замечания жильцов должны устраняться. По данным Госжилфонда 2015 года к ним по недоделкам обратили жильцы более 3500 квартир. Почти 3000 замечаний уже устранены. Остальные пока в работе, но если по некоторым домам вопросы решаются довольно быстро, то где-то устранение недоделок приходится ждать месяцами, а то и годами, говорят жители комплекса. В такой ситуации оказались жильцы нескольких домов в первой очереди. Жалуются на сквозняки, плесень и холодный пол. Стеклопакет разбит с самого начала. Толку тоже нет. Вот как стоит у меня разбит стеклопакет, так и стоит. Застройщик дома уже банкрот. Чтобы найти нового подрядчика, нужно время, отвечают в Госжилфонде. Каждую заявку прорабатывают. Из 600 обращений, поступивших с ноября 2019-го, 400 устранены. Основной акцент сделан сейчас на продувании. Ликвидировать до конца марта месяца во всех домах. Каждый подрядчик передо мной отчитывается, что сделано за прошедшие сутки. По словам строителей, после того, как поступила заявка, в течение недели выезжают на объект. На месте определяют, гарантийная это проблема или нет. После заказывают материалы для ремонта. Не хватает только альпинистов. 7-8 квартир в неделю устраняет, в принципе. Мы надеемся, что основной объем вот этих недостатков именно по продуванию мы по кварталам 10 и 13 к концу марта снимем. И в настоящее время решается вопрос также по 11 кварталу, где у нас подрядчик, к сожалению, сейчас не имеет возможности устранять их. Сейчас продолжается строительство второй очереди ЖК Салават-Купере. По сданным домам жалоб не поступало, говорят в ГЖФ. Зарина Ахметова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Зарабатывают своими руками и уникальными идеями. Сегодня в одном из торговых центров Казани развернулась ярмарка самозанятых. Изделия любой сложности из дерева и кондитерские изыски, как произведение искусства. Чего только нет на прилавках. Кому любимое дело приносит не только радость, но и доход, знает Сергей Хайдаров. Сердце – любовь. Крепкое здоровье. Все это должно быть дома, все он оберегает. Это не просто игрушки, это талисманы, которые несут в дом любовь, здоровье и удачу, уверяет Татьяна Цветкова. Женщина мастерит все своими руками, а продает в интернете и на таких вот ярмарках для самозанятых. Пользуется популярностью. В планах есть как-то расширять, сделать больше игрушек? Обязательно, обязательно. Но пока вы одна, я так понимаю, этим занимаетесь? Да, пока одна. Так хочу, чтобы внучка занималась. В первый год мы произвели 30 таких досок. В следующий год мы произвели их порядка 100. А сейчас мы уже за этот год сделали только 25 досок, а прошло всего 2 месяца. В своем стремлении Татьяна Цветкова не одинока. Затем же на этой ярмарке ее коллеги, самозанятые со всей республики. Кто-то создает сладости, кто сувениры хендмейд, а вот Алексей открыл столярную мастерскую. Чем больше ярмарок, тем лучше работает сарафанное радио, уверен он. Для нас любое общение с человеком живой всегда интересно, потому что он
он чувствует наш товар вживую и понимает качество нашего товара. По фотографиям этого не понять. Мы даже вот на эти площадки выходим даже не ради того, чтобы продать, а ради того, чтобы показать, чтобы нас больше узнали. Ярмарка для самозанятых – тот случай, когда довольными остаются все. Многие ходят с семьями, поэтому это всегда интересно. Круто, что мы можем прийти, выбрать что-то для себя. Это там шоколад ручной работы, да, я очень люблю шоколад. И прийти понимать, что это хороший, качественный продукт. Выйти из тени и не скрываться от налоговой, именно этот путь все чаще выбирают самозанятые. Таких сейчас в республике 20 тысяч, 7 тысяч из них в столице. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Как определяют долларовых миллионеров? Читайте интервью с основателем группы компании «Плезир» Наилем Забировым в интернет-газете «Реальное время». Одни раздают горячие обеды нуждающимся, другие несут на сборочные пункты старые, но для кого-то такие нужные вещи. Так в республике продолжается эстафета «100 добрых дел». К ней подключаются как благотворительные организации, так и обычные граждане. Что доброго успели сделать татарстанцы за неделю, поинтересовалась Юлия Муратова. Обычно стандартно это гречка. У этих ребят без добрых дел не проходят ни дня. На этой кухне готовят для нуждающихся. Розина Камалова, инженер, но трижды в неделю обязательно приходят сюда. Очень здорово, когда ты вкладываешь в это дело свое сердце, свою душу. И очень сильно меняет это сердца людей, когда именно просто такая бескорыстная помощь людям. Все придает специи уникальность, но блюда в основном из привычной еды. Это картошка, морковь, стандартные блюда постоянно. И мы готовим и раздаем. Горячими обедами они кормят тех, кто в сложной жизненной ситуации, а для детей-инвалидов выпекают сладости. В какой-то момент я понял, что вот эти разные там всякие дискотеки, всякие там такие общения с нехорошими людьми, все вот это вот надоело. Думаю, а я буду заниматься хорошим делом. Счастье, оно передается, на самом деле. Мы приобретаем больше счастья, когда отдаем. Алсох Медгалиева угощает всех желающих в парках города. Это просто откликнулось в сердце, и мне захотелось этим заниматься, захотелось делиться. А чтобы сделать доброе дело, не обязательно участвовать в большой благотворительности. Поднять людям настроение на день можно всего лишь предложив в холодный день горячего чая или компоту. Малыш, угощайся. Спасибо. Рассказать о своих добрых поступках можете и вы, оставив свою историю в соцсетях. Так сделали и наши герои. К ним за неделю присоединились десятки жителей. Вчера был день международной книги, и я вчера в библиотеку отнесла целую упаковку книг для того, чтобы бесплатно брали те, кто хочет взять, почитать их. Вчера день влюбленных был. Одна девчонка плакала, мы к ней подошли и сказали: почему ты плачешь? Она даже она улыбнулась ему, да, да, вот это мы сделали, доброе дело, думаю. Проект актуален до сентября, поэтому вы еще успеете сделать добро и сообщить об этом организаторам через хэштег «Сможем вместе». Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Калейдоскоп марийской культуры открылся в Казани. Сегодня в Доме дружбы народов собралось более 500 артистов, художников, ученых, представителей министерств и гостей из Татарстана и Марий Эл. В течение месяца для казанцев будет открыта выставка исторических документов из Марийского госархива, национальных картин известных художников, будут показаны фильмы, танцы и музыкальные концерты. Кроме того, сегодня на конференции эксперты обсудили перспективы сотрудничества двух республик, развитие марийского общества в Казани, а также сохранение языка. Сейчас в Татарстане проживает около 19 тысяч представителей этого народа. 20 школ, в том числе и воскресные, преподают углубленный марийский язык. Мы здесь чуть больше часа, а находится в такой прекрасной дружеской атмосфере. Но это всегда так, на самом деле, потому что Республику Татарстан, Республику Марий Эл связывают очень большие связи в области культуры. Вопрос, который ставился, сохранение языка, культуры, а также традиции, они остаются и на сегодняшний день. Если были проблемы 100 лет назад, как обучать детей, то сейчас чему обучать? Пока существует язык, существует и народ. Весна на Казанской улице. В музее Амира Мазитова открылась выставка чувашского художника «Транскрипция музыки». На 50 работах Александра Федорова расцвел настоящий сад из пионов, хризантем, маков и роз. Весеннюю палитру красок увидела и Наталья Мезина. Это называется «Бедуин-кочевник». Я ее написал сразу после приезда из Израиля. Эта картина – редкое исключение из коллекции Александра Федорова. Любовь мастера – это натюрморты, пейзажи и цветы. Рисует не с натуры. Образ возникает в голове внезапно, говорит художник, а после исчезает, как мираж. Я стараюсь быстро приписать в один присест, То есть в 2 композиции музыкальные можно уложиться, может быть в одну.
какие-то ассоциативные все время происходят моменты. Когда я пишу, я часто включаю музыку. Музыка самая разная. Рок, блюз, джаз. Акварель соединяется с ритмом и рисует на холсте яркую симфонию. Такой прекрасный царственный полет. Это захватывающее ощущение буйства красок. Такая чистота в цветах, там, где красный пламенеющий, синий, как глубина вод. То, что он нас поднимает из нашей профанной действительности в какие-то миры, это чудо искусства, это тот нектар, который нам нужен нашему поколению. Сегодня картинная галерея наполнилась настоящей нежностью. Солнце врывается прямо из окон, подсолнухи, пионы, хризантемы, розы, как настоящие, раскрываются прямо из картин навстречу весне, а за поворотом скрыта женская красота. Здесь художник в обнаженной натуре выразил все обаяние прекрасной половины. Учителем для Александра Федорова всегда был отец, народный художник России. Поэтому с детства вдыхал запахи красок, варился в творчестве. Найти свой язык было непросто. Ему как-то говорили, что вот, Саша, ты понимаешь, конечно, у тебя отец и вот так далее. Но вот эта выставка позволила сыну выйти из этой тени и показать свое «я». Более 50 живописных работ. Увидеть раннюю весну на выставке «Транскрипция музыки» в музее Амира Мазитова можно до 15 марта. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Пламенный задор и холодное оружие. В Казани стартовало женское первенство Приволжского федерального округа по фехтованию. Скрестить рапиры приехали более 200 участниц из разных городов Поволжья. Сегодня на дорожке вышли юниоры. Кто в фаворе, знает Дмитрий Аринин. Рапиры разят соперниц, эмоции бьют ключом. Сегодня в бой идут девушки-юниоры. Первенство Приволжского округа свело 5 сборных Татарстана, Башкортостана, а также Саратовской, Самарской и Нижегородской областей. Эти соревнования не отборочные, они могут посодействовать отбору в команду спартакиады Приволжского округа. Ежегодно проводятся спартакиады учащихся, спартакиады молодежные. Командные бои на дорожках сделали финал очередным спортивным татарстано-башкирским дерби. С самого начала поединка лидерство захватили наши девушки. Обмен уколами шел около часа. Итоговый счет 35-30. Татарстан первый, Башкортостан второй. Команда соперников уже начала вести, затем было очень сложно отыграться, потому что они засели в оборону. Мы очень хорошо подготовились именно к этим соревнованиям. У нас был командный дух, мы сплоченно фехтовали, помогали друг другу. Первенство в Казани будет идти еще 2 дня. В командных и личных соревнованиях предстоит определить сильнейших в 5 возрастных группах. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А сейчас все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Всем привет! И сразу же всех с прошедшим Днем Святого Валентина. День, когда ты даришь девушке подарок, а в ответ получаешь милую Валентинку. Да-да, друзья, это и есть настоящая любовь. Мы совместно с Яндекс составили небольшой топ запросов на тему любви. Самые популярные запросы. Как признаться в любви? Что такое платоническая любовь? И что значит настоящая любовь? А самым популярным любовным поэтом оказался, судя по запросам, Сергей Есенин. А он, кстати, знал толк в любви. Вот так романтично все у нас начинается. Это рубрика «В сети» с любовью. В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов, с 19 до 9 утра и в выходные и праздничные дни. Штраф за нарушение до 40 тысяч. Дрель включил, полку прибил, штраф заплатил. Пользователи разделились на 2 лагеря. Те, кто очень рад, и те, кто задается вопросом, а как ремонт-то делать? В
соцсети огромную популярность набирает новый видеоролик Юрия Дудя на Ютубе про ВИЧ. В России живет более 1 миллиона человек с ВИЧ. В 2018 году в России умерли от СПИДа 37 тысяч человек. Если вы до сих пор не посмотрели, то уделите время и сделайте это. Будьте компетентны в этом важном вопросе. А теперь перенесемся на Чатыртау, Вознакаевский район, на одну из самых высоких точек Татарстана. В интернете пишут, что они до сих пор еще скатываются с этой горы. Как я уже говорил в прошлых наших выпусках, новым главным тренером нашего казанского «Рубина» стал Леонид Слуцкий. Ну а, как говорится, новый тренер – новые методы. Теперь тренировки «Рубина» выглядят примерно вот так. Артур, дуй! Все свои! Пока не дуй. Мы вообще не. Но это еще не все. Леонид пошел дальше и усовершенствовал старые тренировки. Но теперь-то точно мы всех порвем. Да, если в какой-нибудь юношеской лиге будем играть. Да ладно, шучу. В детской. Хотя и то не факт. Но на самом деле удачи нашим парням, пусть всех порвут. Резкий негативный резонанс вызвала неадекватная пассажирка в такси. Вы издеваетесь, что ли, мразь какая? Привези меня, дай меня! Причем непонятно, по какой причине такая агрессия. Ну, я не удивлюсь, если они стояли в пробке, и она просила его... Вези, я сказала, мразь! Иван Ургант, кстати, снял небольшую пародию на этот ролик. Вези меня, мразь! Вези, мразь, что ты делаешь? Я тебе сказал, вези меня, мразь, меня люди ждут! Вот это уже более жизненно. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Президент выложил фотографию с детьми и подписал: поговорили о будущем предпринимательства. Затем поздравил Кукмар с орденом за заслуги перед республикой. Ну и, конечно же, необычная валентинка на 14 февраля от нашего президента. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Айрат Хайруллин, который погиб при крушении вертолета. Светлая память. Вторую строчку занимает фильм «Паразиты», который собрал огромное количество статуэток «Оскар» в этом году. А замыкает тройку тем сам «Оскар» 2020 года. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фото, видео, смешные картинки. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Время прогноза погоды на ТНВ. В студии София Егорова. Здравствуйте. Подробнее через несколько секунд. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево ожидается снег с самого утра и до вечера. Днем минус 6-7 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге вероятность осадков велика. Облачно и минус 5-6 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается облачный день и очень снежно. Днем минус 7. В Барске, Кукмаре и Балтасе будет также очень снежно и довольно тепло. Минус 4. В Болгаре, Дрожжином, Буинске ожидается облачная погода и небольшой снегопад. Температурный фон повысится до минус 1. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше велика вероятность осадков. Днем минус 4-6 градусов. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в доктор Ост. В столице Татарстана ожидается снежный день. В дневные часы минус 1-3 градуса. Ветер южного направления умеренный.
Атмосферное давление в пределах нормы – 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В магнитном поле Земли спокойно. На дорогах ожидается местами гололедица. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.